Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И прежде всего отметим памятные события, связанные со столетием ТССР. В этот день, в 1924 году, татарский обком принял постановление о реализации татарского языка. Подчеркивалось усилить эту работу до полного приспособления госаппарата к запросам и нуждам татарских трудящихся масс. 28 апреля 1950 года вышло постановление Совета министров СССР о создании объединения «Татнефть». В этот день, в 1961 году, казанский летчик Масолов установил рекорд самого высокого полета при старте с Земли. На облегченной версии истребителя МиГ на ракетном двигателе он поднялся на высоту 34 714 метров. В 1977 году произошла подвижка фундамента здания Александровского пассажа на улице Ленина, ныне Кремлевской. В 2017 году президент России Владимир Путин вручил первому президенту Татарстана Минтимиру Шаймиеву золотую звезду Героя труда. Церемония состоялась в Московском Кремле. Ну а мы переходим к сегодняшним событиям. Они не могут уйти на самоизоляцию или удаленку и каждый день рискуют здоровьем. Проблем нет? Нет. Все есть. Но вы берегите себя. Как в условиях пандемии работает скорая помощь и что медикам пожелал Рустам Минниханов, расскажет Зарина Ахметова. Пожилым в помощь. Нужна доставка. Я уже с 26 марта не выхожу. Как в условиях пандемии социальные сотрудники становятся волонтерами, знает Наталья Мезина. Ходят толпами. Страшно ходить, и кусают, и нападают. Почему в Альметьевске стало много бездомных собак и как намерены решить эту проблему чиновники? Филюза Хамидуллина. Планы периода пандемии. Нет никаких секвестирований. Как во время самоизоляции в республике продолжится строительство дорог, узнал Дмитрий Аренин. Первый летальный исход. В Татарстане скончался 70-летний пациент с диагнозом COVID-19. Мужчина умер в Челнинской больнице. Госпитализирован он был 2 недели назад. У него была тяжелая форма. Был подключен к аппарату ИВЛ. В республике сегодня подтверждено 65 новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализированы, 59 проходят лечение на дому. Таким образом, у нас общее число заболевших 697 человек. Выздоровели 78. В России же за минувшие сутки выявили 6411 новых случаев. И несмотря на все меры безопасности, которые сейчас принимаются в России на улицах, до сих пор многолюдно. Так, в Казани на 4 часа показатель больше 2 баллов. Такая же ситуация в Челнах. Чуть лучше индексные баллы в Альметьевске, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Елабуге. Почти 15 тысяч административных правонарушений выявили правоохранители за время режима самоизоляции. К примеру, в Альметьевске сегодня оштрафованы очередные нарушители. В одной из парикмахерских мастера работали без медицинских масок, нет антисептиков. 50-летний владелец салона знал обо всех требованиях, но не стал их исполнять. Есть и уголовные дела за фальсификацию лекарств и биологически активных добавок и за подделку документов. Что касается тех, кто вернулся из-за границы и сейчас находится в обсервации, у туристов с Бали всех первичный анализ отрицательный. Дубай результаты еще не пришли. У вернувшихся из Таиланда повторный анализ у всех отрицательный. В связи с продолжающейся пандемией Владимир Путин объявил нерабочими, но с сохранением зарплаты все дни вплоть до 11 мая. Как отметил глава государства, пик распространения коронавируса в нашей стране еще не пройден. В ближайшие недели нужно также соблюдать все меры безопасности. В каждом субъекте, исходя из ситуации, начиная с 12 мая, может начаться поэтапное снятие ограничений. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной этой ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Вы на самой передовой медицинской помощи, рискуя своим здоровьем, мужественно боретесь за жизни наших людей. Рустам Минниханов поздравил сегодня работников скорой помощи с их профессиональным праздником. Они и сегодня на рабочих местах.
Вармасом бытен, перчаткалар, маскалар, все есть? Да, все есть. У вас проблем нет? Нет. Все есть. Но вы берегите себя. Практически без отдыха и выходных. И так уже больше месяца. Они не могут уйти на самоизоляцию или удаленку. Работники скорой первыми контактируют с теми, кто заболел коронавирусом. Как в таких непростых условиях они защищают свое здоровье, поинтересовался Рустам Миниханов. Президенту рассказали, спасают маски, перчатки, костюмы, а также дезинфекция автомобилей. Здравствуйте. Как вы? Я тоже немножко на вас, у меня только это нет. Но ничего. Держимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Терпение у вас, терпение. Как дела? Нормально. В порядке? В машине есть замечания? Нет. Она новая. Более 3000 человек сегодня трудятся в неотложке по всей республике. Помогает в работе скорой поддержка от президента России. Это как дополнительные выплаты медперсоналу, так и оснащение регионов новыми автомобилями. За это отдельное спасибо президенту страны, говорит главврач станции Фарид Галяудинов. В ближайшее время в Татарстане ожидают поступления 29 реанимобилей. Разрешите вам измерить? Пожалуйста. 36,6. Отвечать на вызовы первыми – это задача диспетчерской службы. Каждый день сотни звонков. В этом убедился и Рустам Миниханов. За то, что всегда на связи, за то, что готовы помочь в любую секунду. Благодарность и поздравления от президента республики. Праздником вас. Зарина Ахметова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Казанская скорая, армейский режим, рост вызовов на бытовое насилие и защита врачей от заражений. О трудовых буднях неотложки читайте в реальном времени. Рустам Миниханов поддержал создание республиканского движения «Помощь рядом». Это инициатива активистов, оказывающих поддержку татарстанцам в период пандемии. Одиноким и малообеспеченным пенсионерам добровольцы доставляют продукты, оказывают адресную помощь. К движению уже присоединились более 60 тысяч волонтеров, благотворители, бизнес и предприятия. Спасибо, что вы занимаете такую активную позицию. Спасибо, что поддерживаете. Помогаете тем категориям, которые на самом деле нуждаются. Спасибо большое. Почти 5000 заявок за этот месяц обработали сотрудники соцслужб в Татарстане. В непростых условиях специалисты, помимо основных обязанностей, бескорыстно помогают пожилым, принимают заявки на продукты и доставляют их по адресу. В условиях пандемии Лисан сама для себя решила, что будет работать не только специалистом по кадрам в отделе соцзащиты, но еще и после основной работы волонтером колл-центра. За день сюда поступает 500 звонков от пожилых и людей с инвалидностью, и каждому нужен свой подход. Ситуация сложная, мы должны помогать нашим гражданам пожилым, чтобы также могли позволить себе те же продукты, которые они, те же медикаменты, которыми они пользовались, чтобы все-таки уровень жизни их сохранился. Доставка продуктов, лекарств, оплата ЖКХ. За месяц режима самоизоляции сотрудники приняли почти 5000 заявок. Иногда пожилым нужна и простая консультация. Например, как получить СМС-код. Таких консультаций проведено более 6000. Каждый звонок, поступивший в колл-центр, оперативно обрабатывается и тут же передается сотрудникам соцслужбы, после чего буквально за пару часов необходимые продукты и лекарства доставляются точно по адресу. Здравствуйте, Эмма Ганеевна, соцработник. Вот и Эмма Ганеевна сегодня получила все, что заказала. За такой помощью обращается не первый раз. Большая благодарность, потому что нужна доставка. Я уже с 26 марта не выхожу из дома. Впускают соцработников строго по паролю, деньги строго по чеку. И, конечно, не забывают о мерах предосторожности. Сейчас таких центров при соцзащите 45. Помощь оказывают по всей республике. На уровне каждого муниципального района создан такой же мини-колл-центр, будем говорить, куда идут звонки и также отрабатывается таким же образом. Если обращаются граждане моложе 65 лет, то мы переключаем этих граждан на волонтеров. Позвонить по телефону колл-центра соцобслуживания может любой татарстанец старше 65 лет. Специалисты работают ежедневно с 8 утра до 6 вечера. Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. «Помоги учиться дома». Сегодня к акции «Единая Россия» присоединились депутаты разного уровня. Гаджеты выдали ученикам 9, 10, 11 классов в Казани, Бугульме, Чистополе, Лениногорске. Подготовиться к экзаменам и выполнить домашние задания теперь ребята из многодетных семей смогут дистанционно. Планшеты достанутся ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и у них проблемы с обучением в режиме дистанционного обучения.
К благотворительной акции «Мы вместе» присоединился наш телеканал и Союз журналистов Татарстана. Тем, кто на протяжении многих лет работал в журналистике, сегодня на дом доставили коробки добра. Сейчас в республике проживает 384 ветерана-журналиста. 100 из них получат такие добрые посылки. В первую очередь это ветераны Великой Отечественной войны и тыла, а также наши коллеги старше 65 лет. Журналисты всегда на переднем крае были, всегда держали на пульсе руку свою, на пульсе сердца, на пульсе жизни и продолжают держать. И спасибо вам, что приехали, что поддержали. В коробку добра вместе с продуктами поместили газеты и журналы. Об этом попросили сами ветераны. В режиме самоизоляции приобрести периодику затруднительно, а оформить подписку дорого. Любимые печатные издания для ветеранов-журналистов подарил агентство «Татмедиа». Это внимание. Я себя еще старым не считаю, но пожилым, мне тоже 8-й десяток. Это, наверное, здорово, что особенно молодежь не забывает ветеранов. Сейчас на самоизоляцию закрытые дома-интернаты для престарелых помогают им всем миром. Так, дорожники Татарстана передали Челнинскому дому престарелых средства индивидуальной защиты и бытовую химию. Администрация Черемшан еженедельно безвозмездно передает овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. В Новошишминском доме-интернате провели дезинфекцию территории и привезли 30 килограммов меда. А буинские власти закупили 16 кроватей, 150 килограммов муки и организовали месячный запас продуктов. К другим темам. Они ходят стаями и нападают. В Альметьевске жители в соцсетях жалуются на бездомных собак. Весной, говорят, их становится еще больше. Другие же, наоборот, готовы помочь. С Нового года действует новый закон. Бродячих животных нужно отправлять в приюты. Как намерены решить эту проблему власти, узнавала Филюза Хамидуллина. Это поселок Урсала. Вот та самая улица, где каждый день, по словам горожан, стаями бродят бездомные собаки. Страшно ходить, и кусают, и нападают, и у соседки моей ровесницы напали, она ходила. А это уже город, улица Волгоградская. И здесь от бездомных собак нет отбоя, говорят жители. Зимой четвероногие ютятся рядом с теплотрассами. Кто-то их и подкармливает. Вот и соседствуют. Агрессивных нет, но бывает бездомные, что поделаешь. Одну собаку я встретил, и то это в частном секторе, в Достафе. Стая собак несколько лет в страхе держала и улицу Советская. Жители не раз обращались в разные инстанции. Лишь этой весной псов забрали. Долго мы жаловались, их забрали, наверное, с месяца уже. Но 3 недели точно есть. Приехала машина и забрала. Отлавливают и забирают таких бездомных четвероногих в центр временной передержки, который организовали 3 года назад волонтеры фонда «Путь домой». Здесь сейчас около 100 собак. В основном они попадаются нам же волонтерам в руки. На мусорке, на бензозаправках, машины сбили, в клинику привозят, с которой мы сотрудничаем. Это Музгар, наш новичок, недавно появился в нашем фонде. Этого породистого терьера нашли в мусорке. Хозяин бросил на улицу. Стерилизуют, кастрируют, прививают, лечат и потом находят новых хозяев. По неофициальным данным, сейчас в Альметьевске около 1000 бездомных собак. По новому закону усыплять животных нельзя, если только есть неизлечимые заболевания. Сейчас, после того, как собак стерилизуют и прививают, обязаны обратно вернуть места их обитания. До этого отловом бездомных четвероногих в районе занимался департамент ЖКХ. С этого года эти функции передали специальному приюту. Местные власти провели тендер на его строительство. Животных временно будут помещать в вольеры и на карантин. Лишь после этого вешать специальный жетон и обратно отпускать на волю. Если вы видите на ушах бирки, они уже обработанные, они стерилизованные, кастрированные. На содержание и отлов бродячих собак в этом году из бюджета выделили 2,5 миллиона рублей. Как только строительство вольеров в приюте закончится, начнется массовый отлов. Филюза Хамидуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Забежал в кафе, а вот выйти не смог. Бельчонок забрался в здание кафе в Нижнекамске. Маленького пушистика обнаружила прохожая. Она и забила тревога. Вызвали сотрудников заведения. Рыжего беглеца пришлось поискать. За время своего заточения он успел здесь изрядно похозяйничать. Белку выпустили в парк. Золотую и серебряную медали завоевали ученицы Казанского лицея номер 131 на Европейской олимпиаде по математике для девушек. В этом году из-за пандемии она прошла дистанционно. Сегодня с победой школьниц Розалину Миргалимову и Ралину Юсупову поздравил Рустам Миниханов. В режиме онлайн президент республики встретился с призерами, их родителями и преподавателями.
Вы еще очень молодые, очень перспективные. Это только начало, но начало очень такое позитивное. И, конечно же, вот этот успех надо продвигать. И ваши эти компетенции, которые сегодня у вас есть, они позволяют быть конкурентным на мировом уровне. Фарид Мухаммедшин заявил, что в республике будет сделано все возможное, чтобы дистанционное обучение стало доступным для всех. Президент Татарстана уже выделил 2000 компьютеров учащимся многодетных семей. Депутаты обеспечили учеников сельских школ, ректоры вузов направили 122 планшета. Об этом спикер парламента сообщил на заседании партии «Единая Россия» в режиме конференц-связи. Ее провел Дмитрий Медведев. В семьях многодетных на удаленке ученик 7 класса и студентка 1-2 курса Казанского федерального университета. Идет учеба, одного компьютера уже мало. Им надо сидеть каждому в своей комнате, иметь свой компьютер, ибо они между собой начинают дергаться и требовать. Снова на поля в 42 районах республики переждали дожди и снова вышли на сев пшеницы, ячменя и овса. Посевная продолжается. Пока подкормку не завершили лишь 4 района. 7 районов даже вышли на сахарную свеклу, один из них – Заинский. Умная машина точно рассчитывает скорость и траекторию, а следующий за ним прицеп еще и ширину борозд, а также глубину нажима. Все параметры, заданные водителем. На иномарках работать, конечно, удобнее. Чем больше работаешь, тем больше хочется работать. В эти дни в Заинском районе самый разгар посевной. Завершаем посев ячменя, и поэтому приступили уже к посеву на зерно горчицы, подсолнуха. И параллельно будем вести уже посев пшеницы, который у нас составляет 4500 гектаров. Удачно зашли районные озимые. После дождя они пошли в рост. Больше 14 тысяч гектаров получили подкормку. Под озимой мы весной даем тоже 2 центнера, значит, месяц литр, дробно. Сначала давали разбрасывателями по черепку очень рано. После дождей на посевную снова вышли 42 района республики. Аграрии барануют и продолжают засевать поля. Наибольший процент пока по ячменю. 124 тысячи гектаров засеяли в Буинском, Азнакаевском, Сармановском, Актанышском, Нурлатском и Заинском районах. Работают с утра до вечера в одну смену. Скорость маленькая, ну, как положено по технологии 5 км в час. В день работают примерно по 65 гектаров. Аграрии стараются выдерживать темп. По республике пока засеяна лишь 1/9. 200 тысяч гектаров против планируемых 1 796 000. Аграрии считают, что южные районы успеют завершить работы менее чем за 2 недели. Рамиль Шайдуллин, Шат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Заинский район. Чтобы у вас в селе или городе появилась дорога, нужно чаще обращаться к властям и писать в народный контроль. Такими советами дорожники сегодня поделились в Доме правительства. Здесь планы на этот год представило руководство Минтранса. По национальному проекту деньги поступили в полном объеме. Какой круг замкнется и где зажгут зеленый свет, готов рассказать Дмитрий Аренин. В 2020 году круг наконец-то замкнется. Уже ко Дню Республики с завершением участка Большого Казанского кольца 5-й трамвай действительно станет кольцевым. Также по ближайшим планам скоростной электропоезд, который сейчас курсирует от аэропорта до железнодорожного вокзала, будет приходить сюда, на станцию Северный вокзал. Главные воздушные ворота республики Казани получат и улучшенный автомобильный путь. Такими планами поделились дорожники республики. Мы видим там некоторую аварийность, поэтому это необходимо. И это все расчеты показали, что там необходима реконструкция. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане в этом году выделено более 5 миллиардов рублей. Как и раньше, но с соблюдением всех коронавирусных мер безопасности, работы развернутся на множестве объектов. Это и строительство и ремонт автодорог, возведение мостов и другой инфраструктуры. Все те обязательства, которые брала республика, они выполняются в полном объеме. Спасибо за поддержку нашему президенту. Значит, здесь нет никаких сокращений. Что касается национальных проектов, то могу всех заверить, соглашения у нас уже подписаны. Мы приступили к реализации этих проектов. Здесь тоже нет никаких секвестирований. Большой фронт работы развернется в сельской местности. Между городами и селами будут прокладывать автодороги, а внутри населенных пунктов оснащать асфальтом и освещением улицы и прокладывать подъездные пути к фермам, садам и социальным объектам. Ремонт и строительство улично-дорожной сети сельских населенных пунктов.
формируется муниципальными районами. То есть это в первую очередь, конечно, по состоянию улично-дорожной сети, во-вторых, по обращениям граждан в систему народный контроль. Что касается вопроса, что долго ждут, я бы хотел сказать о том, что, вы понимаете, если речь идет о новом строительстве, то это, как правило, очень финансово емкие проекты, потому что не только там сама дорога, да, то есть, допустим, строительство, это могут быть и мосты, это могут быть и трубы. И, как правило, пока мы не завершим объект, мы к другим объектам не приступаем. Двигаться вперед будут и все с большим применением новых технологий. Коронавирус не отменяет и качество. За сделанные, как и ранее, подрядчики будут в ответе. Дмитрий Аринин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. В Казани начали установку памятника советскому солдату. Сегодня ход работ оценил Ильсур Медшин. Бронзовая скульптура высотой 9,5 метров появится на главной аллее парка. Прообразом памятника стал герой Советского Союза Гази Загитов. Он одним из первых водрузил красное знамя на Рейхстаг. Эскиз скульптуры создал московский архитектор Никита Мазаев. Мы пока не сможем пройти в бессмертном полку, не сможем собраться на парад Победы, но ничто нам не помешает гордиться нашей великой победой. И мы вместе отдадим дань уважения нашему великому подвигу советского народа. Это наш День Победы и наша песня. Завтра в большой песенный марафон к 75-летию Победы присоединится Самарская область и передаст эстафету нашей республике. Я напомню, в Приволжском округе по инициативе полпреда Игоря Комарова началась масштабная акция. Коллективы всех 14 регионов исполняют легендарную песню «День Победы» на языках жителей своих республик и областей. Клипы транслируются на местных телеканалах и радиостанциях. Их можно найти и в соцсетях под хэштегом «Решетка. Наш День Победы». Завтра наш канал покажет клип Самарской области, а прямо сейчас увидим, как он создавался. Самарская область с гордостью подхватывает эстафету народного песенного флешмоба. Спасибо всем регионам, кто поет гимн Победы. Для нас честь принять участие в этой поистине народной акции. Запасная столица, родина самолетов и ракет, сердце России в прямом и переносном смыслах, которая сегодня застучит в унисон с вокалистами масштабной патриотической акции «Наш День Победы». Самарская область приняла эстафету от Республики Башкортостан с гордостью и глубокой верой в то, что великая песня в исполнении жителей ПФО объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях. За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся. А те, кто остался в тылу, ковали победу у станков и в поле. В те сложные годы Волжский город стал запасной столицей СССР. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру 7-й симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан. Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. Песня «День Победы», для которой этот год тоже юбилейный, выбрана не случайно. Впервые она прозвучала ровно 45 лет назад, в канун 9 мая 1975 года, и стала непременным знаковым атрибутом торжеств по поводу Дня Победы. Строчки, знакомые каждому жителю нашей Родины, не могут оставить равнодушным, трогают до глубины души. В Самаре гимн Победы исполнил Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Это уникальный творческий коллектив, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее наследие народов Поволжья. Его лиро-эпическое звучание, завораживающее слушателя, известно всей планете. Запись выступления Волжского народного хора проходила в главной студии ГТРК «Самара». Ее обеспечивала наша творческая команда. Для Самары, для Волжского хора мы всегда всю жизнь занимаемся уже более 65 лет именно патриотическим воспитанием и сохранением культурного наследия великой страны. И поэтому этот день мы точно не могли пройти мимо. И все, как в одном порыве, были готовы исполнить эту песню. Тем более мы ее всегда исполняем.
Патриотическая акция «Наш День Победы» инициирована аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Песенная эстафета в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала в минувшую субботу в Мордовии, где любимую песню исполнили лучшие творческие коллективы Саранска и муниципальных районов, народные и заслуженные артисты, молодежь, волонтеры и члены патриотических объединений на русском, макшанском и ирзианском языках. Список участников в воскресенье пополнила Республика Мари-Эл. Песня «День Победы» прозвучала не только на русском, но и на марийском языке. На этой неделе к народной акции подключился прославленный коллектив Удмуртской государственной филармонии «Академическая хоровая капелла». В Республике Башкортостан специально для этой акции легендарная песня была переведена на башкирский язык. В Уфимском парке Победы ее исполнили участники народного хора и известные в республике люди. Артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке. Во всех регионах съемки проходили еще до начала режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня в условиях ограничительных мер такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным. «Наш День Победы» – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. Самара передаст эстафету Татарстану, а 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Итак, клип песни «День Победы» из Самары ТНВ покажет завтра в 8:55. В продолжении выпуска информация о погоде, а у нас пока все. Берегите себя и до встречи в эфире. Здравствуйте! В предстоящие сутки влияние дождливого циклона на погоду в Татарстане сохранится. Ночные температуры значительно понизятся. О погоде в районах чуть позже. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам и со скидкой 20%. Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночью преимущественно без осадков, днем же ожидаются ливневые дожди. На пару градусов станет теплее. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге такая же ситуация. Несмотря на прояснение, дождливо и умеренно тепло, плюс 11. На севере республики, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше солнце будет выглядывать из-за туч, но дождей не избежать, а местами даже сильных. Дневная температура плюс 10. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, пройдут дожди, местами сильные. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями, ожидаются дожди. Ночью всего 0 градусов, а днем будет тепло до плюс 14. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохранится облачная и дождливая погода. Станет немного теплее. Информация от спонсора. Квартиры от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. В среду в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, местами ливни. Ночная температура около 2 градусов выше нуля, а днем плюс 12. Ветер западный, умеренный, при дожде с усилениями. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.